Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. 22 декабря во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял председателя Высшего совета национального примирения Исламской Республики Афганистан Абдуллу Абдуллу. В ходе встречи были рассмотрены и обсуждены нынешняя ситуация и перспектива сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло воспринял межафганские мирные переговоры и проведение первого заседания Высшего совета национального примирения, искренне выразив свою приверженность относительно процесса достижения долгожданного мира в дружественном и братском Афганистане. Было отмечено, что конструктивные результаты мирных переговоров имеют положительные последствия не только для Афганистана, но и всех стран региона и мира. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о преступных действиях различных экстремистских группировок и других международных террористических сетей, которые являются основным источником угроз и серьезных негативных последствий для Афганистана и региона. Посчитали необходимым укрепление совместной борьбы с любыми проявлениями терроризма и экстремизма на различных уровнях, а также дальнейшее укрепление широкого и практического сотрудничества стран в сфере безопасности. Было выражено удовлетворение по поводу регулярного политического диалога между государствами, являющимися важным фактором в решении ключевых вопросов дружественных отношений, путей дальнейшего укрепления и расширения их во всех областях, представляющих взаимный интерес. При обсуждении вопросов торгово-экономического сотрудничества была отмечена важность и необходимость реализации проектов регионального значения по созданию новых транспортных и транзитных коридоров между странами. В сегодняшних условиях пандемии инфекционного заболевания коронавируса было предложено укрепить двустороннее сотрудничество. Также была подчеркнута готовность Таджикистана вывести сотрудничество на качественный новый уровень в сферах науки, образования, культуры, искусства, информации и социальной деятельности. В ходе теплой встречи также предметом обсуждения стали и другие вопросы, представляющие интерес для сторон. К другим темам. Обеспечение энергетической независимости страны является одной из стратегических целей нашего независимого государства. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по реализации энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но для того, чтобы отпала необходимость введения ограничения на подачу электроэнергии, мы должны уделять самое серьезное и первостепенное внимание бережному, рациональному и целенаправленному использованию электроэнергии в каждой семье, организации и учреждении, на предприятиях и производственных объектах, независимо от форм собственности. В настоящее время энергетические ресурсы играют важнейшую роль в мировой экономике. В условиях топливно-энергетического дефицита на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Эффективное использование материальных ресурсов, энергосбережения – это объективно обусловленная мировая тенденция. Гидроэнергетические ресурсы нашей страны огромны и являются нашим национальным богатством, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие и усиление экспортного потенциала страны. Развитие энергетики в Таджикистане способствует развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния и процветанию народа страны. Строительство и введение в эксплуатацию гидроэлектростанций различных мощностей, в числе которых гидроэнергетические гиганты, такие как Рагунская и Нурекская ГЭС, налаженная работа линий электропередачи и труд энергетиков обеспечивают подачу электроэнергии в дома, предприятия и учреждения, освещая города и районы нашей страны, создавая тепло и уют. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но население страны также должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию эффективно. Ведь экономное использование энергии является залогом стабильного электроснабжения.
В наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономя электроэнергию, мы экономим и собственный бюджет, и заботимся об энергетической независимости всей страны. В Таджикистане с 10 декабря работает единый республиканский штаб по проведению разъяснительных работ по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к источнику электроэнергии в каждом городе и районе. Рабочими группами осуществляется проверка системы потребления электроэнергии каждым гражданином, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности. Следует отметить, что после создания рабочих групп потребление электроэнергии снизилось на 10-20% за счет экономии. 99% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет воды, то есть снабжение населения электроэнергией и экономика непосредственно зависят от водных ресурсов. По оценкам специалистов, объем водно-энергетических ресурсов в настоящее время весьма ограничен, а запасы снега в речном бассейне страны по сравнению с 2019 годом уменьшились на 44%. Из-за сокращения воды в реке Вахш в последние месяцы и уменьшения ее ресурсов более чем на 2 метра по сравнению с предыдущими годами, компания Барки Тоджик обратилась к гражданам с просьбой рационально и ответственно потреблять электроэнергию и не допускать ее перерасхода. Ведь только экономное и рациональное использование электроэнергии каждой семьей, всеми организациями и учреждениями может гарантировать, что мы преодолеем зиму без каких-либо ограничений. Зумрат Вайзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. Таджикским борцам удалось показать отличные результаты и завоевать 5 медалей на этапе Кубка мира по самбо. Мемориал Анатолия Харлампиева в Москве. Кубок мира по самбо «Мемориал Харлампиева» 2020 собрал в российской столице представителей 15 стран. Лучшие самбисты мира состязались в 27 весовых категориях – мужском, женском и боевом самбо. Отметим, что из-за пандемии COVID-19 турнир, запланированный на март текущего года, был перенесен на декабрь, и все соревнования прошли без зрителей. Но, несмотря на это, для всех поклонников данного вида спорта была организована онлайн-трансляция. Таджикистан на этапе Кубка мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева», который ежегодно проводится Международной федерацией самбо и Федерацией самбо России, представляли 11 спортсменов. 4 таджикских спортсменов завоевали 5 медалей, и все они бронзовые. 2 медали достались Алимухамаду Алиеву, который занял 3-е место в весовой категории до 57 килограммов и в спортивном, и в боевом самбо. Бронзу получили также Деваштич Убайди в весовой категории до 68 килограммов и Осонбек Куканиев в весовой категории свыше 100 килограммов в боевом самбо. По итогам схваток мужская и женская команды России завоевали в общей сложности 22 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых наград. Среди мужчин серебро общекомандного зачета получила команда Узбекистана. Бронза досталась сборной Кыргызстана. Среди женщин 2-е место в командном зачете заняла сборная Румынии, а на 3-м месте разместилась Республика Беларусь. В боевом самбо 2-е место также заняла команда Узбекистана. На 3-м месте разместилась сборная Бахрейна. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!